Здорово, Беркут. Здорово, Альфач. Чё смотрю, подсдулся ты, подсдулся. Мы с тобой раньше отличниками были. Не зря дослужились до охраны первых лиц государства. Да ты знаешь, что-то я со своим первым в 14 году, это еще после Майдана на Ростов как уехал, так и сидим на даче, там эти баклажаны пинаем. Я его сейчас защищаю только от этих навозных мух. Из развлечений это если он там переоденется в гаевую форму, выйдет на трассу и каждой машине кричит: «Остановитесь! Остановитесь!» Ну или цыгане приедут к нему там и золото хотят ему все свое втюхать, а он по привычке хочет все скупить и весь сельский туалет золотом обделать. Ой, в смысле, отделать. Ну, короче, вот так как-то. А у тебя что? У меня что, у меня все нормально, у меня нормально все, у нас нормально. Это вы просрали в золотом унитазе, это власть свою в 2014 году на Майдане. А мы со своей в 2020 году отстояли независимость и стабильность в нашей стране. Я сейчас как пчелка, 24/7. У меня там и ночное патрулирование, и это обработка вредителей. Ой, короче, много всего. Везет. Слушай, а ты не хочешь со мной на задание? Проникнешься, что значит быть охранником действующего президента? А можно? Конечно. Держи. Сейчас, значит, пойдем камни убирать с поля. Значит, потом сеем арбузы. Потом убираем говно за собакой. Потом этим же говном арбузы удобряем. А потом ты репетируешь вальс с моим, потому что у нас скоро выпускной, и мой будет новую выпускницу себе искать. Ну что, давай раздвигай булки. В смысле, шевели золотыми батонами. Охрана действующего президента – это не санаторий. Давай, давай. Давай, пошел. Прывітанне, милые, добрыя, цудоўныя нашыя беларусы. В эфіры Хайтак ТВ. З вами, як заўсёды ў студыі, Міхась, Дзяніс, Катя. Давайте распачнем нашу праграму. Недаўна Александр Ігорович сустрэў у Мінску губернатара Алтайскага края. Приветствую вас, представители сказочного края. Просто шел по улице такой: о, губернатор! О, привет! О, Александр Григорьевич! Губернатор идет, такая не стукается, учебники падают, он ему начинает помогать. И поднимает так. И музыка И тут начинается. искра такая между ними. Искра. Больш за тое, што сказаў першым чынам Александр Егорович, калі яго ўбачыў, он сказал: знаю вашу маму, она из Беларуси, из-под Мозыря. А я вашу маму знаю. Подкаты, 100 вариантов подкатов. А я вас знаю, вашу маму из-под Мозыря. Скажите, пожалуйста, а вашей маме не нужен там президент? Слухайте, так калі ён ведае яе маму, так можа быць у Александра Егоровича яшчэ прысутнічаюць нейкія там Колі, Віці, Васі на Алтаі. Яны там сидят такія Там шаманы. деревня Коль, деревня Вить, деревня Дим. Дим, Вить, Коль. Я бы вообще посоветовал Александру Григорьевичу любую фразу начинать коммуникацию, неважно с кем. Приехал Ким Чен Ын, да? Такой: а я же вашу маму. И точка. И все, и откинуться. И у переводчика так: что ж, твою ж мать. Помню себя вот таким, я тебя начал, я тебя кормил, помнишь? Губы помнят. Помнишь, как я тебя усаживал на колено, доставал со шкафа летчицкий дедовский шлем, барабан тебе давал там, вот, и рассказывал потом, как мы... Зимбабве тоже встречаются. Я ж тебя на горшок. Это вы Мгумба, Мамгамба, Твоя мама. А твоя же мама! А вот просто ні да чаго не абавязуе гэтая навіна. У Слуцку вельмі клапоцяцца пра сваіх грамадзянаў. Як я гэта высветліла? Вось паглядзіце, калі ласка. Объява в некой краме слуцкой в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними, приобретайте необходимые товара
заранее адміністрацыя. Повара. Шановные, калі вам хочется выпить, ну зрабіце такую ласку, закупитесь вы загадзя. Не ходите потым, не оббивайте пороги. Ну, ёсць нейкая указівка, ну, зрабіце себе запас. Там вино праздничное, плодово, там прошлогодняя кадриль, кураж. На ваш выбор. Просто, ну, поклопотитесь. Папин йогурт соберите на кожную раніцу, каб просто не бегать потом. Ёсць такі чалавек, яго завуць Віктор Ганчароў. Ён экс-галоўны трэнер валейбольнай зборнай Беларусі, якая называецца «Мінчанка». Вось. І у яго ўзялі інтэрв'ю і запыталіся: «Женщины могут быть хорошими тренерами команд мастеров?» И вот что отказал спадар Гончаров. «Могут, но я категорически против. Женщинами должен управлять мужчина. Какой бы смышленой и умной она ни была, все-таки главное в спорте – это психология. Во всяком случае, у меня. А главное правило в работе с женщинами – это честность, пряник и кнут». Что-то лишнее. Честность, пряник. Что-то лишнее здесь, мне кажется. Уберите звено. Знаешь, к нему пришли и спросили: а женщина может управлять? И он такой: да, конечно, может. Потом наверх посмотрел, там же у нас... конечно же, может, но нет. Но нет. У меня могут ли крокодилы летать? Нет, конечно, ты дурак, что ли? А Александр Георгиевич сказал, что могут. Конечно, могут, только низенько. Нет. І добре ставлення у його до женщин такі смышленые. Да, смышленые. Честность, пряник и кнут. И это в работе. А что ж у особистым тады житті? Коли у работе честность, пряник и кнут. Так само тоже честность, пряник и кнут. Дорогая, что ты выбираешь сегодня? Честность, пряник. Игра такая. Крутите, Шарада. жена, барабан. Я вот часам думаю, якая у мяне нецікавая, сумная праца, неудзячная. Я знайшла людзей, у якіх праца заўсёды будзе цікавая, весёлая, і яны таксама працуюць у сферы культуры. Я вам зараз покажу відос. Это, товарищи мои, супрацоўнікі першабытнай стаянкі Юравічы, дзе знойдзены рэшткі паселішча людзей яшчэ каменнага веку. Это ўсё сапраўды навуковыя. Это навуковыя супрацоўнікі, гэта работнікі культуры, да якіх прыехала нейкая дэлегацыя, і яны вось паказвалі быт першабытных людзей. Усе гэтыя жанчыны з начосамі, не здымаючы сваіх начосаў, у пледзіках леапардавых. Ну чым не рай? Чым не просто не квінтэсэнцыя культурніцкай працы? Марья Ивановна, что делаешь в субботу? Да, на дачу поеду. Какая дача? Иди, это неолит будешь, неолитом ты у нас будешь. Зина, секретарша, Зина, шо, Николай Иванович, в воскресенье будешь палеолитом. Будешь это, стоянку, костер разжигать. А что-то она неолитом, а я палеолитом. Что я старый? Я ж молодейший за на 2 года. Слушай, им бэджики нужны. Товарищ неандерталец. Зинаида палеолит. Палеолит, да. Это ж яны, напэўна, рэпетавалі, типа, а сейчас все становимся в круг и говорим «у». Нормально отрепетировали. Можно встречать делегацию. Молодцы. Уявляете, это ж атрымліваецца адукацыю трэба было, там 5 гадоў вучыцца, нейкую навуковую ступень, напэўна, атрымліваць, начосы на голове рабіць. Да, можно пойти еще дальше, зайти в период динозавров и вот этих Зинаид, Марф Ивановна наряжать вот в костюмы динозавров, и чтобы они из кустов выпрыгивали. Сустракали делегации. А сейчас у нас, посмотрите, у нас трицератопс. Вот. Звичайно, як сустрахають дорогих гостей з хлібом соллю, так, а у нас що буде кавалок, м'ясо якось ще диміться, гэтага вирваного з диплодожі. Яйки так само можна, ну, великие такие прям. Яйки можна яйки? Диплодожьи. Диплодожьи. Стальные диплодожьи яйки. Ну что,
падла! Я тебе сейчас за каждый лестничный пролет по печени вточу. Это что получается, ты ему 10 раз по печени ударишь? Почему 10? А ты что, дальше считать умеешь? А, ну да, иди сюда, я тебя сейчас 10 раз по печени ударю. Стоять, падла. Убью. Это БТ. Тут бежать некуда. Я с тебя, скотина, с живого шкуру спущу. Да что я такого сделал? Я что просил тебя сделать? Написать статью про выборы в Координационный совет. А ты что написал? Что выборы прошли успешно, выборы были демократические, прозрачные, международные наблюдатели не выявили никаких проблем и ошибок. Значит, поздравляем белорусов с чудесными выборами. Скотина! Ты должен был утопить эти выборы. А ты что написал? Да я 20 лет про выборы в Беларуси пишу. Я про выборы по-другому писать не умею. Так учись! Я научусь. Я научусь. Хотя стой! Не надо. Не надо. Через год тебе придется писать про выборы Лукашенко. Не надо ничему учиться. Отбой, подставить, ничего не надо учить. Я не буду. Можно я пойду? Я тебе пойду. Тебе сказали, что только через год писать надо. Так что годик еще посидишь. Да. Посидишь, чтобы точно ничему не научился. Пойдемте. У Лепелі беларуска вырашыла адпачыць на пляжы. Пайшла на пляж, а там што яе сустрэліла. Яе сустрэлі беларускія міліцыянты, якія сказалі, як нельга адпачываць на пляжы. Нельга ляжаць на пляжы. То бок сказалі, калі хочаш загараць, стой. Нельга слухаць музыку в навушниках, тому что ты можешь не услышать приказ, не услышать какое-то. И яшчэ нельга пакідаць рэчы на пяску, каб ісці плаваць. Нельга, бо гэта можа стварыць крымінагенную ситуацию. Что их там отбывается в Вообще Лепеле? все будут Стоят такие напельчане. Да, у одежды потные на пляже, сходили на пляж. А милиционеры, ну как вам И отдыхается? в воду с сумками. Хорошо, батюшка. А ты знаешь, анекдоты. Мама, а можно я посмотрю телевизор? Можно, только не включай. Так, вось гэта. Слухай, я узгадываю, что не так давно сказали же, что у нас агентстве по турызму заявили, что жыхары Мальдив вельмі жадаюць адпачываць у беларускіх санаторыях. І нават былі нейкія тэставыя турысты, якім у Беларусі вельмі спадабалася. То есть На Лепельском пляжу. лежит на Мальдивах мальдивец. Такі, і На узгадывае. берегу Индийского океана. И так, слушайте, Не как то. надоели, не то. не Все то, вот не это то. вот Песок не то. это. Песок, Я плюс ляжу. 30, вода плюс 30. Пальмы Что? эти. Он говорит, Беларусь. Говорит, а что там? Там. Говорит, там на пляжах поверишь. нельзя лежать. Он, да, еще что? Вещи нельзя оставлять с ними в воду, надо заходить. Да, еще. А еще нельзя в наушниках музыку слушать. Говорит, едем. Не будь мы тестовые туристы. Вот, до речі, про тое, што можна, а што нельга яшчэ ў Беларусі. Мы з вами ўжо размаўлялі пра тое, што ўвялі строгія правілы правядзення выпускных, што нельга ў кавярнях, нельга ў рэстарацыях, можна толькі ў школе альбо ў нейкай установе И культуры. стоя. И со своими вещами. Вось. І зараз увялі яшчэ больш строгія правілы, больш за тое яны распрацавалі спецыяльную мапу, карту маршрутаў, адпрацаваныя маршруты сустрэчы світання і масавыя гулянні ў горадзе. На ўсіх этапах у мэтах стварэння ўмоў бяспекі будуць забяспечаны дзяжурствы педагагічных і іншых работнікаў устаноў адукацыі. А ўрачыстасці будуць таксама праходзіць ва ўзаемадзеянні з бацькоўскімі калектывамі. Ёсць спецыяльныя маршруты. Вот так, рассвет, Там идем с повязочками, встречать. с Налево, повязочками направо, такие. прямо, стали. Со сцяжком першы, со сцяжком апошні, за руки взяліся. А можна яшчэ сцяжкамі ўсё адгарадзіць. Да, Ведаеце, як гоняць звера, напрыклад, Гоняць звера. егера такія ззаду. Рамки гэтымі металлавішаска, ці мала што. 5 утра, рассвет, равнение налево, опа, Автоматчики. головы не опускаем, смотрим, рассвет, пам-парам, пам-пам.
американский гимн. Простите. Та-там, все. Бэп, все. Все, за руки, Расходимся. обратно. Массовые гуляния, по расписанию у нас массовые гуляния. Массово гуляем. Вось до таго, што сталі, селі направа-налева. Па Беларусі ідзе хрэсны ход. О, так. Ведаеце, ён пачаўся недзе 8 траўня, і ён ідзе да гэтага часу. Ён як бы не непрарыўны, як мусіць быць. Броўнаўскі. Ён такі тут, там. А ведаеш, як ён называецца? Ён называецца «Царква і армія». Царква і армія, ну гэта ж ідэальна. І амаль усе СМІ праўладныя пішуць, цытуюць мітрапаліта Веніяміна. Крестный ход, говоря армейским языком, это воинский марш-бросок по всем областям Беларуси. Больш за тое, прабачай, я цябе пераб'ю. Яны ж там моляцца на капсулу з зямлёй. Яны возяць капсулы з зямлёй з магілаў нейкіх салдат. І замест таго, каб хаця бы іконы нейкія паставіць, яны ставяць эту капсулу і все там моляцца. Любая капсула з землёй. Але наогул гэта вось лексікон армейскі ў арміі. Я думаю, што трэба, што хутка будуць набіраць у святары з армейцаў, яны будуць там направо, налево, Откусим капсуль. вниз, на грешных, негрешных рассчитать, икону на плечо, вокруг храма шагом марш, песню запевай, нас гонит племя Орды. Песню запевай. Придите, воспогим, люди. Стой, раз, два, люди. Недавно новый кіраўнік генштаба быў прызначаны. Ім стаў Павел Муравейка, 52-гадовы генерал. Менавіта гэты генерал сказаў яшчэ да назначэння, што ў адказ на санкцыі ён прарубіць калідор да Балтыйскага мора сілай сваёй зброі. Ай-яй, рубака. Да. І я паглядзела, вось так выглядае Павел Муравейка. Какой товарищ Мамин генерал. солодкий пирожочек. Я калі прочитала, что он прорубит силой зброи коридор, я подумала, что максимум, что он может зрабіць, это оладушки там покушать. Я там, злой со и страшный сметанкой. серый волк, я в поросятах знаю толк. Пробачьте, я редко переходжу на особы, но тут он таки милый, он таки файнютки мамин солоденький пирожочек. А вообще материнский инстинкт сразу. Так, да? мне одразу захотелось накормить его оладушками со сметанкой, с вареньком. Ну, ступай, теперь ступай, прорубай коридор. Давай. Коридор Давай. прорубай. Стой назад, шапочку надень, варежки такие на резиночках. Иди. И деревянная лошадка, сабелька такая. И я пошел прорубать коридор. И все такие стоят и смотрят. Умиляются. Бубочка. Вырос. Вырос. А наш что? Наш Выкормили. генерал. Начальник уже. штаба. Что такое деградация? Да? Вот, если меня когда-то спросят, я могу показывать вот такой коллаж, состоящий из двух новостей. Новость 2011 года. Президент Медведев пообещал, что будет добиваться безвизового режима с ЕС, с Европейским Союзом. Сразу же новость 2024 года. Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве. Вот так вот. Ну, можа, тады у гэты стос навінаў яшчэ адну дадаць. Медведев пагражае, што Варшава получит свою долю радиоактивного пепла. Может, есть некая сувязь? Это зимбабвийский. Что переключилася на Зимбабве. Давай скорее, сюда! Давай скорее, пока никто не видит, пока новый председатель не приехал. А то вдруг злой окажется. Вот хорошо при старом было, а? Ты не говори, он когда напьется, старый наш председатель, к нему домой приходишь, выноси все, что хочешь. Ты что, воровал у его? Воровать украденное не грех. Ну точно! Так, приветствую. Меня зовут Михаил Степанович. Я бывший директор Могилев-Угольстроя. Теперь председатель вашего колхоза. Так это, получается, мои новые работники? Да, Михаил Степанович, а как вы сюда попали? Как? Как русские на войну. А это как? Через тюрьму.
О, так вы, выходит, наш, это, свой. А получается что, старый наш этот поехал туда, на ваше место? Так, вот вы тут пошутите. Не надо, чтобы все было идеально. Если я тут отработаю хорошо, меня вернут обратно в Могилев. А это что у вас там? Где? Это что, украли что-то? Не-не-не, это мы навоз несем. Конечно, какой навоз? Что там, картошка, зерно? Говно простое. Так, ты слышишь, ты? А ну-ка дыхни. Я? Да. Да тобой же поля удобрять можно. Почему? Потому что ты в говно. Так, оба взяли и собрались и пошли на отсюда. Это оставь. Пошли, пока я милицию не вызвал. Пойдем отсюда скорее. Валерка, пойдем. Скорее, пойдем. Ой. Так, что у нас тут? Вот дебилы, в натуре навоз украли. Слухайте, а ось у колонії номер 22 таке волчі нори. Так. За удара маланки згорели всі електроприбори. Що? Не витримав. Що погорело? Ой-ой-ой. Больш працуй. Больш. Хай у них усе поперегорає в этих колоніях, і не тільки. Да чаго ж я? Так. Гэта ж маланка, адзін сродак. Трэба падказаць вышэйшым сілам, што яшчэ можна зрабіць. Ось на ВНС... Саранча. Саранча да. Тьма египетская – это коммунальщикам. Не працуе электричность. Саранча, значит, на Долгунец. Сельская господарка. Потоп, ну, это куды? Это, зноў же на ВНС. Коммунальники. Это коммунальщики. Коммунальщикам все. У нас Слухай, лезет тут... так уже все есть, в принципе. Бери каждой твари по паре, у нас тут хлестает с канализацией. Убегает. Где твоя пара? Где твоя тварь? Ты нечистое животное. Мінська правда. Я ось зайшов, поглядів, почитав. Это же самый этот кринж-трешняк. Так. Там такая новина, что праз некалькі год можно будзе перасадзіць галаву аднаго чалавека іншаму. Я думал, а навошта мінская правда про гэта піша? А можа, гэта палітычная навіна? Я узгадаў, гэта монолог, здаецца, Задорнова про помнікі, што Да. можна галову скручваць і мяняць. Я думаю, што, можа, Лукашенко задумаў гэта. Праз некалькі гадоў Вот тот Ленин, который на площади независимости стоит. ці ён з кімсьці памяняецца целам з якім-нибудь этим самым моцным амапаўцам. Так. Перасадзіць сваю галаву яму і будзе яшчэ правіць. Ці они с Путиным можем махнуться. Путин такой смотрит. Якая розница? Путин такой, вы такой высокий, вы такой крепкий мужчина. Давайте поменяемся головами. Давайте, но на время. Голову под ведро и так кручу-верчу запутать хочу. Опа, Давай, где значит, чья голова? на месяц походим. Я с твоей похожу, ты с моей. Пришили неровно. Президенты-свингеры. Давай махнемся. Махнемся. Так что чекайте новых выборов. Голова с профессора новыми головами. Доуэна. Може, ви бачили гэты відос? Желтенький. Карацей, Так это же Шрек. што вы ведаеце пра голыя вечарынкі? Вось. Слухайте, у яго грудь больше, чем у меня. Пробачьте. Не грудями надо сейчас к тебе мериться. Мериться, Катя. Понимаете? В то время. У нас в Куды искусстве, мне? во-первых, это красиво. Да, его виноград созрел. Комиссии спортсменов НОК Беларуси провели рабочую встречу. Ну, вот они и собрались. Рабочая встреча. Белорусские спортсмены нигде не участвуют. И вот что сказали. Моральное состояние и мотивация спортсменов сейчас гораздо выше, чем раньше. Сегодня нет страха,
неуверенности, непонимания, неопределенности. Почему? Ведь раньше, когда была Олимпиада, чемпионаты мира, Европы, это не ехать. выиграем, не выиграем, победим, не займем, возьмем медали, не возьмем. А сейчас у Нема нас этого проблем. нету, ребята. Ребятушки, сейчас у белорусских спортсменов этого всего нет. Вот это называется как-то делать смену при плохой игре. Нигде не выступают, правильно? Зато и нету никаких... На душе Да, спокойно так, стало. так, спокойно. Ребята, а чистенько. скажите, пожалуйста, в каких соревнованиях, я бы сказал, посоветовал бы чиновникам так, чтобы они говорили, вы знаете, за последних 4 года не было ни одного соревнования, где бы белорусы проиграли. И Всё. на высшейшем И тут уровне, на самом, подкресливаю, да. на самом не высшейшем было, уровне. не было, Ниводного. мы даже на Евровидении не проиграли. проиграли никому. Вы глядели, Мы да. на чемпионатах мира никому не проигрывали Ни одного последние. гола белорусская сборная не пропустила за Ни одного не пропустила. у УЕФА. Вон А скажите, Ели- пожалуйста, они не проигрывали, а побеждали? В Бундеслиге наши Рвут. Ничего. и не рвут. но Что не я пропускают. Чемпионаты мира. Чемпионаты мира. Дарагія мілыя нашыя гледачы, мы ад усяго сэрца жадаем вам добрых вакацыяў, адпачынкаў, выходных, шчаслівага вам лета. Не забывайцеся пра нас і сустрэнемся з вамі ў наступным сезоне. Пакуль! Пока.